Здравствуйте, друзья! Вы на авторском канале Виталия Обедина, и сегодня давайте поговорим про такую тему, как мусор. 4 марта 2021 года состоялось совещание, публичные слушания в Большом зале администрации города Якутска, на которых обсуждалось строительство нового мусорного полигона на 27-м километре Вилюйского тракта и вообще, как в целом будет решаться мусорный вопрос в отдельно взятом городе Якутске. Забегая вперед, могу сказать, что решаться он будет долго и дорого, и за наш с вами счет. Вообще история с мусором насчитывает в городе Якутске 20 лет. Она давняя и в какой-то степени вечная. Ровно 20 лет назад, весной 2021 года, Илья Филиппович Михальчук, был у нас такой мэр, если помните, забил торжественно первую сваю под мусороперерабатывающий завод в городе. С тех пор утекло много воды, проект у него почти сразу отобрали, перевели на республиканский уровень, и никакого завода у нас не появилось. Вообще, власти в истории с мусороперерабатывающим заводом, вообще с решением мусорного вопроса, больше всего напоминают персонажей мультфильма про крокодила Гена и Чебурашку. Они строят, строят и никак не построят. За эти 20 лет в республике сменилось 3 президента, 2 главы. В городе Якутске мы выбираем уже 5-го мэра, но так ничего и не построено. Есть только одна одинокая, вбитая когда-то Михальчуком свая. Все это время власти просто постоянно меняли планы, причем они у них постепенно девальвировали. Изначально стоял вопрос о том, чтобы строить мусороперерабатывающий завод, то есть перерабатывать мусор, производить какие-то новые ресурсы. Потом решили строить мусоросортировочную станцию, то есть хотя бы сортировать мусор по разным фракциям. Потом обсуждали возможность строительства мусоросжигающего завода. Сейчас обсуждают только мусороперегрузку. То есть под городом Якутском будет построена станция, куда будет свозиться весь мусор, там его будут прессовать, слегка перебирать, потому что будут элементы сортировки, а потом уже этот брикетированный мусор вывозить на полигон. От мусоропереработки к мусороперегрузке. За 20 лет. Это очень сильный прогресс. Чтобы вы поняли масштаб и объем потерянного времени, просто представьте, 6 мая 2002 года Илон Маск зарегистрировал компанию SpaceX. То есть он сделал это на год позже, чем в городе Якутске была забита первая свая мусороперерабатывающего завода. С тех пор Маск успел создать многоразовую ракету, отправить астронавтов американских на МКС, потроллить Рогозина с батутом и уже сейчас тестирует сверхтяжелую ракету для отправки людей на Марс. В Якутии до сих пор власти думают и спорят между собой, что же делать с мусором, собирать его в кучки или прессовать в кубики. Якутский мусор – это такая уникальная политическая субстанция, которая обладает способностью даже ломать человеческие судьбы и менять политические карьеры. В 2011 году мусор стоил кресла Юрию Вадимовичу Заблеву. Помните, был такой мэр города Якутска? Ключевое слово здесь «был». И бывшим мэром его сделал именно мусор. Юрий Вадимович настолько запустил несанкционированные свалки, что в дело пришлось вмешиваться лично президенту республики Егору Борисову. И Егор Борисов ставил на разгребание мусорных завалов в столице премьер-министра Якутии Галину Данчикову. Галина Данчикова предлагала разбивать город на квадратики и вычищать один за другим. Как видите, до сих пор вычищаем. А непосредственно в городе за мусор в это время отвечал крепкий хозяйственник Сергей Визер. Это был заммэра по ЖКХ. Сергей Визер тоже не победил мусор, тоже лишился карьеры, но зато вошел в историю эпичным высказыванием. Он на одном из совещаний доказывал Юрию Заблеву, что в скором времени мусор станет товаром и его будут вырывать друг у друга частные лица. «Почему же этого не происходит сейчас?» – спрашивал Юрий Вадимович. «Потому что мы лохи», – с какой-то гордостью сообщил Сергей Визер. Но вот с тех пор минуло 10 лет, и, видимо, диагноз был поставлен правильно и остался тем же. Существует такое выражение «нет пророка в своем отечестве». Так вот, в отношении Якутии оно совершенно неверно, потому что в якутском отечестве, по крайней мере, один пророк точно был. Это был Сергей Визер, потому что его слова о том, что мусор начнут вырывать друг у друга из рук, оказались пророческими. И мусор действительно начали вырывать. Во многом этому способствовало принятие нового федерального закона. Он ввел понятие «региональный мусорный оператор», то есть искусственно созданная компания-монополист, занимающаяся вывозом и утилизацией мусора, и ввел новый коммунальный платеж. Платеж за вывоз ТКО, твердых коммунальных отходов. И я сейчас даже не про компанию «Якутская Кассета». Давайте ее опустим. Опустим все эти скандалы с британскими инвесторами, с эстонскими инвесторами, с многомиллионными долгами перед ГУП ЖКС, с уголовными делами, с полумиллионной зарплатой генерального директора Дениса Тона. Все это разворачивалось у нас на глазах в течение 2016-2019 года и уже в какой-то степени история. Я говорю про то, что имеет место быть прямо сейчас. Давайте посмотрим, кто прямо сейчас зарабатывает на мусоре, который производим, а главное оплачиваем мы с вами.
Ну, во-первых, это региональный оператор, скандальная компания ООО «Якутская Кассети», которая занимается сбором и вывозом мусора. Во-вторых, это новая структура, частная компания АЛГ с якутским названием, но не якутским происхождением. Они построят мусоросортировочную станцию на выезде из города, будут принимать мусор, прессовать его и отправлять на полигон. В-третьих, это государственное предприятие ГУП ЖКХ РСЯ. Они построят полигон на 27-м километре Вилюйского тракта, будут его эксплуатировать и за это получать деньги. В-четвертых, это Сбербанк, который выделяет кредит в размере 1 миллиарда рублей ГУП ЖКХ РСЯ и будет получать в течение 10 дней возврат кредитных средств и проценты по ним. Город не зарабатывает ничего. Крепкие хозяйственники позаботились, чтобы мы получили только одни убытки. Мы останемся с мерзлыми бытовыми отходами, поскольку они нигде ни в каком законодательстве не прописаны, и с убытками по МУП ЖКХ РСЯ, поскольку эксплуатация полигона на 9-м километре Вилюйского тракта сегодня приносит им 30% всех доходов. Не будет эксплуатации полигона, не будет доходов. Главным и единственным источником доходов наших мусорных партнеров, наших многочисленных мусорных партнеров, является тариф. Тариф на оплату ТКО, который мы с вами оплачиваем ежемесячно, и который по такому поводу нам собираются повысить. Ну, потому что мусорных партнеров много, мусора много, а денег им всем мало. Об этом заявила 4 марта на публичных слушаниях по строительству нового полигона Мария Шеломова, специалист Госкомцен. А что же мэрия? Ну а мэрия в этой истории, в истории с мусором вообще ни при чем. Как-то сбоку припеку. Во-первых, мэрия не имеет отношения к мусороперегрузочной станции, которая появится под боком у города Якутска. Во-вторых, мэрия не имеет отношения к будущему мусорному полигону на 27-м километре Вилюйского тракта. Все, что у нас есть, это доля в компании «Якутская Кассети», которая даже не позволяет нам толком распоряжаться этим предприятием. И вообще, мэрии остаются убытки, потому что МУП ЖКХ больше не будет эксплуатировать полигон, и потому что надо как-то будет самостоятельно решать вопрос с мерзлыми бытовыми отходами. Эти отходы полигон принимать не будет. Это проблема города Якутска. И ничего умнее, кроме как обустраивать, цитирую, современные выгребные ямы, первый зам мэра господин Сорокин предложить не смог. Ну, еще собираются пропаривать замерзшие помойки на 17-м квартале и в другом частично благоустроенном секторе. Но это гениально. Человечество высаживает зонд на Марс, готовится колонизация Красной планеты, а в Якутии строят современные выгребные ямы и собираются пропарочными машинами, кипятить дерьмо. Помните, в школе учили? Мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин», мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия». Так вот, мы говорим «мусор», подразумеваем «деньги». И для того, чтобы не выпустить эти самые мусорные деньги из цепких ручонок, несколько человек, перебравшихся в Дом правительства номер 1, Дом правительства Республики Саха-Якутия, сегодня, да и раньше, пытались постоянно привязать нам частных партнеров. Это были изначально британские инвесторы, потом это были эстонские бизнес-партнеры, сейчас это некая российская фирма с якутским наименованием. Ну а кроме того, у города отобрали право самостоятельно создать и эксплуатировать полигон. И все это, весь этот мусорный отжим осуществляется при полном бездействии крепких хозяйственников в администрации. Если честно, с такими крепкими хозяйственниками даже казнокрадов особо не нужно. Это был Виталий Обедин. Мы с вами поговорили про мусор. И если есть интерес продолжить этот формат общения, то, пожалуйста, оставляйте в комментариях темы, на которые мы можем поговорить в следующем выпуске передачи «Давайте поговорим».